план Токаева и план Сагинтаева. Каким видится будущее Нур-Султана и Алматы. Совпавшие по времени и теме выступления президента и акима Алматы высветили одну из самых острых проблем современного Казахстана – центробежную внутреннюю миграцию. Касым-Жомарт Токаев свое мнение высказал на совещании по дальнейшему развитию столицы. Ежегодный рост численности населения города на фоне отсутствия должного контроля за внутренними миграционными процессами приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру, прежде всего на медицину и образование. Это важный вопрос. Нам нужно установить строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Так дальше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов – это уже не предмет гордости, это проблема, которую нужно решать. 4 днями ранее, в пятницу, 4 октября, выступая на Казахстанском финансовом форуме, аким крупнейшего города Казахстана сообщил, что население Большого Алматы вместе с пригородами уже сегодня приближается к 3 миллионам, а к 2030 может достичь 5 миллионов. Как и у большинства других мегаполисов мира, перед нами остро стоит вопрос нехватки ресурсов для обеспечения высоких стандартов жизни, решения насущных задач улучшения экологии и повышения безопасности, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сказал Бакытжан Сагинтаев. Таким образом, и аким, и президент обозначили проблему и представили два подхода: развивать мегаполисы количественно и качественно, либо ограничивать рост городского населения. Каких решений и затрат потребуют эти направления? Как можно развивать Алматы и как ограничить приток в Астану? Эти вопросы мы задали экспертам в области урбанистики и социологии. 5 миллионов в автобусы не влезут. Рост населения городов, особенно быстрый рост, это действительно больше проблема, требующая комплексных решений, нежели повод для слепой гордости, согласился с президентом архитектор Давид Каминский. Тем не менее, как-либо ограничить рост городов довольно сложно. Кроме того, урбанизация – это нормальный мировой тренд. Вопрос в том, как на него реагировать. В особенности это касается развития городской мобильности, то есть транспорта. Поэтому последние новости о смещении сроков реализации ЛРТ и БРТ в Алматы вызывают большое беспокойство. Подобные проекты скоростного общественного транспорта жизненно необходимы для любого мегаполиса. Каминский привел в пример Лондон и Мельбурн, где сегодня проекты развития пригородного железнодорожного сообщения, расширение трамвайной сети и строительство метро формируют исходя именно из ожидаемого роста населения. Президентская озвучка. Касым-Жомарт Токаев раскритиковал власти столицы во всех аспектах, от акиматовских методов борьбы с комарами до безвкусицы в архитектуре злополучного ЛРТ. Впервые за долгое время главный город страны представили не глянцевой открыткой, а ее обратной стороной. Столичный акимат глава государства нагрянул вчера с членами правительства, чтобы обсудить дальнейшее развитие Нур-Султана, в который вложено уже более 9 трлн тенге. Президент просил подчиненных не соскакивать с мест, а отвечать сидя. При этом спрашивал он с каждого жестко. Так дальше продолжаться не может. Я в своем послании сказал, что большое население наших городов – это уже не предмет гордости, это проблема, которую нужно решать. Конечно же, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником и так далее. Но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? Мы не можем сейчас спустить весь процесс миграции на самотек. Это задача и акимата, и наших правоохранительных органов. Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп, получая регистрацию, становятся в очередь на жилье первым делом. Это увеличивает количество очередников, в том числе и в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается. Нам нужно установить строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Затем Токаев прошелся по внешнему облику Нур-Султана. Он привел отзывы иностранных туристов, приезжающих в столицу, которые все как один отмечают олиповатые фасады в различных стилях. И самое главное, нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало. И вообще, нет такого ощущения, что за городом следят и ухаживают. Какого-то хозяйского ухода за городом нет.
грустно заметил президент. Так-то издалека престижное здание выглядит неплохо, а подойдешь ближе, видно, что совсем обветшало. Пока не поздно, я поручаю разработать единый дизайн-код оформления городских улиц и зданий. Это мое строжайшее поручение Акимату. Поднял указательный палец глава государства. Если кратко, то дизайн-код объясняет, как размещать вывески, рекламу, киоски, уличную мебель и освещение. Такие рамки существуют во всех западных странах и тем более в столице. Например, в Нью-Йорке более века действуют регламенты, которые регулируют параметры карнизов, окон, крыш, отделки, а также оформление магазинов и кафе на главных улицах. Глава государства ткнул чиновников и в вонючий смог, который появился над столицей с первыми похолоданиями. Его бы не было, будь в городе централизованное газоснабжение. Я понимаю, что целый ряд проблем перешли в наследство, но это не снимает ответственности с руководства города, депутатов Маслихата. Основным проблемным вопросом энергетической инфраструктуры стала неготовность к подключению газопровода Сары-Арка. Это вообще непонятный вопрос. Как это произошло? 2,7 миллиарда тенге, предусмотренных на этот год, будут перераспределены другим регионам. Город задымлен. Неудобно перед жителями, дипломатическим корпусом, иностранцами, которые живут здесь. Это на фоне того, что мы позиционируем себя как международный хаб, сердце Евразии. Дело расходится со словами. Это неправильно, упрекнул подчиненных президент. I'm an albatross.